В Доме профсоюзов состоялось республиканское собрание актива профсоюза образования. На повестке вопросы о задачах профсоюзных органов всех уровней по обеспечению эффективности работы в системе профсоюзного обучения. В зале заседания Дома профсоюзов состоялась встреча сотрудников аппарата и штатных работников профсоюза образования с ведущим телепередачи «Иманен Шоуда» Анзором Ахмедовым. Рубрика «Учитель пред именем Твоим» посвящена Насибовой Хаве Вахидовне, воспитателю детского сада номер 1 Шоуда города Грозный. Чеченская республика вошла в число 19 регионов России по проведению апробации новой модели аттестации учителя. На базе 6 образовательных учреждений прошел единый день апробации единых федеральных оценочных материалов. В рубрике «Профответ» профсоюзные юристы ответят на любой вопрос в сфере охраны труда, социального блока, пенсионного обеспечения и на другие вопросы. В июне в Доме профсоюзов состоялось республиканское собрание актива Чеченской республиканской организации профсоюза образования, в котором приняли участие профсоюзные активисты, штатные работники Рессовета. На повестку одним из главных для обсуждения был вынесен вопрос о задачах профсоюзных органов всех уровней по обеспечению эффективности работы в системе профсоюзного обучения. С докладом по теме выступила заведующая отделом профсоюзного обучения и мониторинга Рессовета Раиса Дидиева, которая сделала анализ работы, проводимой Республиканским советом по внедрению инновационных обучающих и информационных технологий, а также обозначила задачи по дальнейшему развитию единого информационного пространства, усилению роли районных профсоюзных организаций в обучении профсоюзных активистов учреждений образования. Как пример успешной работы по обучению профсоюзного актива были названы ППО Ачхой-Мартановского, Сунжинского, Шелковского, Старопромысловского районов. За отчетный год профсоюзные кружки провели 5800 заседаний, на которых рассмотрено свыше 6000 вопросов разной тематической направленности, позволившие слушателям пополнить свои знания, отметил докладчик. Архиважно, что мы обязаны научить каждого члена профсоюза правовым знаниям, формировать у них устойчивые навыки и умение защищать свои социальные и трудовые права. Уверена, что вместе мы справимся с этой задачей. Опытом организации и проведения кружковой работы поделился также представитель Рессовета в Шелковском районе Денис Депенко. По обсужденному вопросу были приняты соответствующие рекомендации. В Шелковском районе по итогам опросов и анализа прошло увеличение профсоюзных кружков. С чем это связано? Первостепенно это было связано с тем, что педагогические работники и члены профсоюза, которые принимают участие в работе кружков духовно-нравственного и правового воспитания, стали осознавать необходимость того обучения, которое проводит Республиканский совет, и необходимость получения информации. Также было подробно рассказано о работе некоммерческого профсоюзного фонда социальной поддержки учителей, в частности, о внесенных изменениях и дополнениях в положении о ФСПУ. Повысился беспроцентный максимальный размер займа с 50 до 60 тысяч рублей. Сегодня проходит отчетное республиканское мероприятие профсоюза образования Чеченской Республики. За отчетный период это год наш учебный, у нас тоже учет берется учебный год. Подводятся итоги, повестка дня, значит, работа кружков профсоюзных, их значимость, их полезность и внесение изменений в фонд социальной поддержки учителей. Это очень хорошие изменения, значит, профсоюз сам решил так вот, значит, в пользу учителя. Это будет беспроцентный займ, и сегодня в нашей религии, значит, это и по религиозному, значит, направлению это выходит стандартно и правильно, значит. Завершилось собрание приятной процедурой – награждением профсоюзных активистов. Согласно решениям Президиума Республиканского совета профсоюза за достигнутые успехи в деле обучения профсоюзного актива и плодотворную работу по организации профсоюзного кружка духовно-нравственного и правового воспитания было отмечено большое число профсоюзных активистов с вручением почетных грамот и денежного поощрения.
Когда человек совершает обязательный намаз, Аллах прощает ему все грехи, совершенные в тот день ногами, шедшими к плохому, руками, делавшими зло, ушами, слушавшими злое, глазами, смотревшими на зло и сердцем, думавшим о зле. С такой вступительной речью в зале заседания Дома профсоюзов началась встреча сотрудников аппарата и штатных работников профсоюза образования с ведущим телепередачи Иман Шоуда Анзором Ахмедовым. Делая наставление о значении для каждого мусульманина своевременного совершения намаза, Анзор отметил, что человек должен стремиться сохранять себя, реально оценивая, что хорошо и что плохо. Каждый из людей знает, что смерть неизбежна, и каждый должен достойно прожить дарованные Аллахом годы на этой земле. Наилучшим благом для человека является наличие у него правильного вероубеждения, которое заключается в вере в существование Аллаха, одного и единственного Бога, который достоин поклонения и которому следует поклоняться, а также в вере в то, что пророк Мухаммад, мир ему и благословение, является посланником Аллаха. Совершение 5 обязательных намазов является самым высокочтимым и основным видом поклонения Аллаху, отметил Анзор. Каждый из нас должен планировать распорядок дня так, чтобы вовремя выполнять намаз. За его совершение Всевышний Аллах вознаградит мусульманина на том свете бесконечными, невиданными и неслыханными благами. حدوق ديال غوردوش عيج غوردوش حدعك بيل غوربوش دقة إلى مزدو يعني نيس ديش دلح يخزني أصلا تيتاقي السماوش دا ديشدو إلى مزدو. Большой грех совершает человек, который игнорирует намаз, не придавая ему значения или оправдываясь тем, что он занят. За такое пренебрежительное отношение к намазу его ждет суровое наказание в страшном аду, подчеркнул он в ходе своего выступления. Анзор Ахмедов заострил внимание на том, что родители обязаны приучать своих детей с малых лет совершать намаз, и что с отца и матери будет строгий спрос за это. В ходе встречи Анзор остановился на ошибках, допускаемых при чтении молитв во время совершения намаза, и пообещал провести несколько занятий для участников данной встречи по обучению правильному совершению намаза. В ходе встречи богослов отвечал на актуальные вопросы собравшихся. قرآن فهمت شيء يشغل شاتة مثلا لا مسكرادوش حي ساعة مكشيش ليرم داسا وجي عربي متر فيش متر دوقش لوق إذا قتنا يا ويوش تنا قرآن سيدر آوي لرير آو يبري ودير هدو يبري ودير أدم تقي تاجم خائت نقش متر داخل القرآن داخل مثلا شو من شو جرامة نفهم شو نقش مترنا تقبل يصير باشو تكاه من ده قرآن بذاتنا تلقوانه يتين سنت عبر دلنا كورس يحن خليه شلون القرآن تعدوش نختيه تاخا القرآن نخش ما تدخل خلاص القرآن غول فايدة أنا حندو لستو ديانتا قصني أصلا فايدة عنده إذا دشنش مو بريودنا مو حدالنا داسا خا بريود القرآن حاجة في دي شادش وتشيت الشمس كويس هذا فوسلم القرآن دي شادش القرآن تحربه والبوبوش دي تبغى يوشيا سأبردلنا كورس شقيات سفر شاء عندي أشياء قرآن شو ها قصني أصلا إنزلت شو зашифровано ونبوي عربي محتقزني أصلا شو без толкования невозможно его понять. Мы по традиции продолжаем рубрику «Учитель пред именем Твоим». В этом выпуске мы познакомим вас с Насибовой Хавой, воспитателем детского сада номер 1 Шоуда, города Грозный. Хава окончила Чеченский нефтяной институт, но по окончании вуза захотела посвятить свою жизнь детям и стать воспитателем детского сада. Но для реализации своей мечты героине пришлось поступить в Чеченский государственный педагогический университет, после чего она уже смело смогла устроиться на работу своей мечты. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Молодцы.
После разминки дети собираются в круг, и воспитатель проводит с ними занятия по религии. Как говорит Хава, малыши очень любят познавать все, что касается религии ислам. Очень хорошо все запоминают и также хорошо дают ответы на заданные вопросы. Как называется сура? Сура Фатиха. Сунахол переводит. Открывает. Сур что называется? Сура Фатиха. Сура Ихлас. Сура Ихлас. Мне очень нравится работа, именно работать воспитателем, так как эта профессия требует каждый день от тебя что-то нового, каждый день требует профессионального роста. Очень нравится работать с детьми, именно давать детям какие-то знания, какие-то навыки и получать от них ответ, что вот ребенок получил от меня что-то полезное. И очень важное, что я заметила, даже если в 3 года, например, родитель отдает ребенка в детский сад, он до этого возраста жил непосредственно в семье. И вот в первый раз он выходит в большую новую жизнь, и получается, я первый человек, который встречает ребенок. И от меня, от того, как я ему открою мир, зависит, как он войдет дальше в школьную жизнь, вообще в широкую, большую жизнь. То есть я, получается, воспитатель прокладывает этот первый трамплин его в широкую жизнь. И вот эта важность дает мне стимул работать в данной профессии, оставаться в данной профессии, расти и совершенствоваться. Воспитатель – это первый после мамы учитель, который встречается детям на их жизненном пути. Это очень удивительная профессия. Дети – самые гуманные судьи, и поэтому с ними воспитатель может проявлять все свои таланты. Ребята восхищаются всем, чего сами делать еще не умеют. Им всегда все интересно. У детей здесь проходит беззаботное детство. Они получают в садике любовь, теплоту и заботу от воспитателей, а также отдают и свою любовь взамен. Прогулка на свежем воздухе – одно из самых любимых дел у воспитанников. На улицу дети выстраиваются с огромной радостью, ведь там их ждут игры и многое другое. За время своей работы она показала себя творчески способным человеком, креативным, понимающим, со всем пониманием относится к детям, чуткий человек. Прежде чем приступить к любому делу, она продумывает каждый шаг и, конечно, доводит это дело до конца. Как и ей, так и всем своим коллегам я хотела бы пожелать, чтобы они были во всем первыми и незаменимыми людьми. Как рассказывает сама героиня, эта профессия доставляет радость не только ей, но и ее маленьким подопечным. Дети оценят и стихи, и рассказы, и песни, и рисунки, и вообще фантазию в целом, ведь они самые великие фантазеры в мире. Я участвовала в конкурсе «Воспитатель года» 2018. Сначала конкурс проходил внутри нашего детского сада, и мою кандидатуру выдвинули уже на участие среди государственных бюджетных образовательных дошкольных учреждений. И там я заняла призовое место, и мне выпала честь участвовать уже на республиканском уровне, где я заняла 1 место. Еще один плюс данной профессии в том, что она дает возможность окунуться в страну детства, в мир ребенка. Конечно, все мы были когда-то детьми, но мы очень быстро забываем этот волшебный мир. Детский мир намного интереснее, богаче и безграничнее, чем мир взрослого. Наверное, поэтому я, воспитатель, поделилась с нами Хава. Как председатель первичной профсоюзной организации хочу сказать, что мы оказывали и оказываем помощь в организации различного характера мероприятий, как воспитатель года, вечера, приуроченные к праздникам, конкурсы, а также участвуем в решении некоторых проблем, где необходима как материальная помощь, так и трудовая деятельность в жизни сотрудников нашего детского сада. Также нами в организации конкурса «Воспитатель года 2018» была оказана материальная помощь, где непосредственно участвовала наша коллега Хава Вахидовна. Доброта и милосердие должны быть присущи любому человеку, а тем более воспитателю, так как его авторитет складывается от его отношения к делу и профессии в целом.
Чеченская республика вошла в число 19 регионов России по проведению апробации новой модели аттестации учителя. В рамках формирования и внедрения национальной системы учительского роста педагогов на базе 6 образовательных учреждений республики с участием первичных профсоюзных организаций прошел единый день апробации единых федеральных оценочных материалов по предметной, методической, психолого-педагогической компетенции учителя. Как вы видите, сегодня у нас проходит первая часть процедуры тестирования. После того, как закончат задания, они передаются, эти все задания сканируются, отправляются в Москву. После этого с часу до 4 они будут проходить компьютерное тестирование, и эти же результаты будут отправляться в федеральный центр. В едином дне апробации на добровольной основе приняли участие 619 учителей из 104 общеобразовательных организаций 19 регионов России. Апробацию новой модели аттестации учителя провели на базе своих школ. Самая главная наша задача профсоюза – это соблюдение всех правил и норм, которые определены этой апробацией. Ну и самое главное для нас – это, конечно, по итогам этой процедуры, наши рекомендации по компетентности и по уровню этих единых федеральных оценочных материалов. После обработки результаты прохождения единых федеральных оценочных материалов будут рассмотрены на заседании апробационной экспертной аттестационной комиссии и вынесены на общественно-профессиональное обсуждение с привлечением федеральных и региональных средств массовой информации. «1 июня – прекраснейший и важнейший день в году. Ведь это праздник тех, для кого праздники так дороги. Первый день лета – День защиты детей. Это один из самых старых международных праздников. Его отмечают во всем мире с 1950 года. Это напоминание взрослым о том, что детей надо беречь, что им нужно помогать, их нужно развивать и всячески оберегать, чтобы было у наших детей безоблачное, счастливое, прекрасное детство. В этот праздничный день воспитанники детского дома творчества Октябрьского района Грозного стали участниками прекрасного мероприятия. Двор учреждения был красочно украшен детьми и педагогами. Все они ждали этого праздника, создавая сказочное настроение для гостей мероприятия. У нас обучаются творческие, энергичные и трудолюбивые дети, говорят педагоги. Они с удовольствием приняли участие в разработке сценария. Может, жизнь похожа на сказку, может, на кошмарный сон. Ты узнаешь, когда снимешь маску и поймешь, кто ты такой. Может, ты герой из истории, может, странник месяца. Где-то в детстве выбираем роли и играем до конца. Концерт прошел под звуки аплодисментов и детский смех. На празднике присутствовали педагоги и родители, творческая интеллигенция. Гости отметили высокий уровень подготовки, сказали напутственные слова и пожелали дальнейших творческих успехов. Сергей Михалковс элдешнышду тахан берш хан халк из Багду тахан отбешного чудильник хана царвейна. Концертная программа не оставила равнодушным никого. Выступали победители, призеры и участники всероссийских и республиканских конкурсов. Песни, танцы, творческие номера – это еще не все. На суд гостей была представлена выставка юных любителей искусства. Здесь показали поделки, которые дети готовили в течение года. Многие из них отмечены благодарственными письмами, грамотами и подарками. Я подала документы на прохождение аттестации на присвоение высшей квалификационной категории. Комиссия отказала, считаю их решение неправомерным. Могу ли я его обжаловать?
Да, конечно, вы можете. Результаты аттестации в целях установления квалификационной категории первой или высшей педработник вправе обжаловать в соответствии с законодательством Российской Федерации, то есть в судебном порядке. Для этого вам необходимо получить заверенную копию протокола решения аттестационной комиссии, в котором говорится, что вам отказано в присвоении той или иной квалификационной категории. Составить заявление в суд, в котором нужно указать причину вашего несогласия с решением комиссии и, соответственно, подать эти документы в суд. Ваше право на обжалование действий или бездействия органов власти, местного самоуправления или иного органа, наделенного определенными полномочиями, закреплено 218 статьей Кодекса административного судопроизводства Российской Федерации. Я работаю в школе в должности педагога-библиотекаря. Как педработник, проживающий и работающий в сельской местности, я имею право на компенсацию расходов, понесенных за отопление и освещение. Однако администрация школы отказывает мне в этом. Что делать? 47-я статья Федерального закона об образовании и 21-я статья Республиканского закона об образовании Чеченской Республики гласит, что сельские педагоги имеют право на компенсацию расходов, понесенных на оплату отопления и освещения. Здесь же говорится и о том, что размер, условия и порядок предоставления данной компенсации устанавливаются правительством Чеченской Республики. В настоящее время данную меру регулирует положение о порядке предоставления мер социальной поддержки педработникам, утвержденное постановлением правительства Чеченской Республики за номером 235 от 29 декабря 2012 года. В нем перечислен перечень должностей педработников, которым предоставляются в качестве меры социальной поддержки ежемесячные денежные выплаты на оплату освещения и отопления. Ваша должность педагога-библиотекаря, к сожалению, в данном перечне должностей отсутствует, в связи с чем вы не можете претендовать на эту компенсацию. У меня 3 несовершеннолетних детей. Органы социальной защиты перестали начислять мне ежемесячное детское пособие в размере 130 рублей. Как добиться назначения данного пособия? Право на пособие имеет один из родителей, усыновитель, опекун или попечитель, среднедушевой доход семьи которого не превышает величину прожиточного минимума на душу населения, установленного в Чеченской Республике на каждого совместно проживающего с ним ребенка до достижения им возраста 16 лет.